Традиционные итоги дня подводит программа «Новости» в студии Зураб Центроев. Здравствуйте. Сегодня глава Чечни вместе с супругой Медни Кадыровой посетили одну из старейших святынь в Чеченской Республике – Зиярт Ташу-Хаджи в Нажаюртовском районе. Здесь у паломников, которые уже находились у Зиярта, появилась возможность увидеть волос пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Они были безмерно счастливы. Стоит отметить, что реликвию Рамзан Кадыров носит с собой во время посещения святых мест. Глава региона вместе с супругой прочитали дуа над могилой, прося у Всевышнего милости и благоденствия для всего чеченского народа. Ташу-Хаджи – известный эвлия. Он был имамом Чечни в первой половине 19 века, выходец с села Эндери, шейх Нахшбандийского тариката и исламский миссионер. Похоронен в селе Сайсан, где и расположен Зиярт. Паломники, следуя многолетней традиции, выпили благодатную воду. Сегодня же глава Чечни проинспектировал ход строительства автомобильной дороги в Нажаюртовском районе. Она пролегает между селами Сагунты и Савраги. Дорога протяженностью 13 километров по решению главы будет полностью асфальтирована. Более того, от Саврагов ее продолжат до чеченского участка федеральной трассы «Кавказ», открыв таким образом новую ветку. Рамзан Кадыров обещал оказать всестороннюю помощь в реализации этого проекта. خدموها ابو جاب طبعا بيتعب طيبات ديات يا ميرو يلا تي هذا على البول عبول بدي تفتح بين بير بيت مش على اسمع بولا بين مقاشه الضبط اللي على كان بايو بول يجي ساك ايش يشتري بول باللي يوقك تاع اكس تاع شي اكس واحد يوقك لا هو لا بويتش بس ايضا ابغى تزيد الاكسكاتر ما حيات لا كيس قاعد يوم ستعطيني قاعد دي تحق شتات ها تعطيني يوم صعب زمان يش إذا دي تما حكى على تعيون الناس قدر ميت جو حق شتات يوم يش دو ويدو فول ده جاز عشان يعني جينز يعني لا يا اوتر كمان ده كده европейский немецкий радость إذا عيان في الله سيرت يدوخ كذا وين خخ погода доктор да К другим событиям. 1 мая – праздник весны и труда сегодня отметили все регионы страны, в их числе и Чеченская Республика. Со словами поздравления к жителям обратился глава региона Рамзан Кадыров. Цитата. 1 мая – прежде всего праздник тех, кто строит, созидает и знает цену труду, а значит, жители Чечни по праву могут считать этот праздник своим. Лучшим примером того, как трудолюбие и человеческие принципы способны измерить будущее целого народа, является первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Благодаря его титаническому труду и силе духа чеченский народ был спасен от неминуемой гибели. Трудолюбие и талант народа ведут республику вперед в своем развитии. О красоте и чистоте наших сел и городов знают далеко за пределами региона. Благодаря нашему трудолюбию республика из руин превратилась в цветущий край, а столица, город Грозный, вернула себе былую славу жемчужины Кавказа. Республика находится на пороге экономического подъема. Уверен, совместными усилиями мы сделаем наш регион одним из передовых субъектов нашей великой страны. Дорогие друзья, пусть ваш труд всегда будет востребован и оценен по достоинству. Пусть он приносит вам удовлетворение и материальное благополучие. Здоровья вам, удачи, радости, вдохновения и сил для осуществления всех ваших планов и начинаний. Конец цитаты. 1 мая по традиции день митингов, шествий и народных гуляний. По всей стране в первомайских акциях приняли участие около 2 миллионов человек. Активно праздник отметили и в Чеченской Республике. Длинной колонной по центральным улицам столицы прошлись депутаты, чиновники, студенты и члены профсоюзов. К масштабной акции присоединилась Забига Итукиева. Мир, май, труд. Эти слова знакомы, пожалуй, каждому. Сегодня Международный день труда отметили и в нашей республике. Украшенные флагами России и Чечни, транспарантами, шарами и цветами, колонны демонстрантов прошлись по центральным улицам Грозного до мемориального комплекса «Аллея славы». В праздничном шествии приняли участие работники практически всех министерств и ведомств республики, коллективы предприятий, организаций, студенты, школьники и члены политических партий. Цену миру, как чеченский народ, не знает в мире, наверное, никто. И цену труду, как чеченский народ, никто не знает в мире. Это показывает восстановленная республика, восстановленный город и мирная жизнь. Мир, труд, май, да, вот я обертки вела.
Колонне сегодня можно увидеть представителей всех ветвей власти, спикера парламента, министерств республиканского правительства и, конечно, участников профсоюзных организаций. Республик Уггур 83 субъекта Российской Федерации Уггур кимет айветшу пачан шука Уггур туалам тин айветшу Рамзану. Праздник, который начинался как День солидарности трудящихся, в последние годы стал поводом еще раз встретиться с близкими, друзьями и хорошо провести время. 1 мая. Поздравляю всех с праздником весны, красоты и всего остального хорошего. С миром, с трудом, с весной. Здоровья, любви, уважения, близких. Вот всего этого я пожелал. Возрожденная Чечня стала символом единства и труда для общего будущего. Так что сегодняшний праздник имеет прямое отношение к каждому жителю республики. Отсюда и настроение, с которым люди вышли на 1 мая. Забига Итыкиева, Адам Мацаев, Тамерлан Арсанукаев. Новости. Для детей аттракционы, для любителей потанцевать праздничный ловзар, а для людей творческих стихи и выступления известных ансамблей. День весны и труда отметили в городе Шали. Среди гостей праздника была и наша съемочная группа. С самого утра на центральной площади Шали многолюдно. День весны и труда отмечают всем городом. Перед началом народных гуляний, выступая перед горожанами, глава администрации района напомнил, с каким трудом чеченский народ пришел к мирным праздникам. وين خلقت مرجو يوم السنة تقطان لدر مرجو وين أختي جوا يول سترويك وين يشل خط أبيك شينز وين شيل عديش للمجدك وين بتشارم زين صرخ وين يشل شلي سيدي شادك تاق وين إنزول بتشارم زين ما دوي شي بيركت دو تاق دال وين بنردك بوال لربة أردقية После официальной части на площади состоялся лоузер. Под звуки ритмичной войнавской музыки и аплодисментов лезгинку станцевал и Турпал-Али Ибрагимов. Продолжили праздничную программу художественные ансамбли районного дома культуры. Также перед зрителями выступили и ученики младших классов со стихами. دائما ايوه خان ايش سمونا يولش سمو دولش وش ديش دا لا ما يولش حكيتي له دائما ديل ريس خليل مسانا دا تحي بيرك تيويلوي. Ближе к обеду праздник приобрел еще больший масштаб. К этому времени в город приехали гости со всех сел района. Здесь, на центральной площади города Шали, собрались сотни людей. Праздничная программа завершится только ближе к вечеру. Особое внимание уделяется детям. Специально для них установили эти аттракционы. Ислам Магомадов, Ибрагим Париулидзе. Новости. Пока в городах республики День весны и труда отмечали традиционным парадом, митингами и шествиями, руководство Натеричного района организовало скачки. Почетные гости праздничного мероприятия – депутаты парламента во главе со спикером Дуквахой Абдурахмановым. Для участия в состязаниях в село Знаменское съехались любители конного спорта не только из Чечни, но и республик Северного Кавказа. По итогам 3 забегов определились победители. Здесь нет проигравших. Всех объединяет общий праздник весны и труда. Победителям скачек, награды и премии от парламента республики. Алхарметтек, Знаменская, Земир Ихван, Райгис. 50 тысяч. Спортивные мероприятия, развлекательные шоу и народные гуляния, причем не просто, а в народных костюмах, прошли сегодня в самом многонациональном Шилковском районе. Для участия в них приехали и жители соседних районов. На торжествах побывала Алевтина Банадекова. Первомайский митинг в Шилковском районе сегодня предполагал возвращение хоть и на один день к советскому прошлому. По основным улицам станиц в разных национальных костюмах прошла колонна, насчитывающая несколько тысяч человек. Для кого-то выходной, а для кого-то настоящий праздник с песнями, танцами и спортивными состязаниями. Люди такой энтузиазмом, трудовым, таким хорошим настроением
Вот, сегодня все вышли на этот праздник, вот, чтобы продемонстрировать мир, согласие, который в районе у нас есть, и чтобы продемонстрировать трудовой настрой, настрой на хорошие дела. Вообще вот такое, все праздничное настроение, все, как вы видите, в хорошем таком майском, говорится, весеннем настроении. Поистине театрализованное шоу развернулось чуть позже на площади перед администрацией. Пожалуй, 1 мая в таком обличии последний, так как в скором времени и саму площадь будет не узнать. В первую очередь это коснется самой сцены и прилегающей территории. Здесь поздравляли с праздником, пожалуй, на всех языках мира. Отец Амвросий сегодня тоже присутствовал на митинге. Совсем скоро православные верующие приобретут свой храм и на территории станицы Шелковской. Празднование 1 мая – это не только традиция, но и постижение самой молодежи прошлого. Из тех времен осталось у нас это праздник, вот. Но мы празднуем сейчас еще лучше. Почему? Потому что вот этот год 2013 Рамзан Ахматович Кадыров дал годом нашего района. И мы благодарим его, спасибо ему за это все. Но мы постараемся со своей стороны каждый день так веселиться. А что сегодня будете петь? Русскую народную песню «Калинушка». Мы все тут дружной компанией собираемся, все нации, все народы тут отмечаем. В основном танцуем лезгинку, поем песни своих народов, рассказываем о своей культуре, что мы можем показать другим, и берем информацию от других народов, что они нам могут показать. Учимся у других и делимся своим. Сотрудники Терской Нови решили совместить приятное с полезным, и детям досуг организовать, и самим поучаствовать. Призы хоть и символические, но главное внимание. Районная газета не только сообщает о последних новостях, но и напрямую общается со своими читателями, даже маленькими. По словам главы администрации Исмаила Дадалаева, самый главный подарок всем жителям сегодня – это первый купол, который поднимут на центральную мечеть района. Праздник праздником, но работы по восстановлению муниципалитета здесь не прекращаются ни на минуту. 1 мая Шелковского района сегодня приобрел и духовную составляющую, что стало еще одним шагом на пути постижения веры. Алевтина Бнадыкова, Халид Масаев, Ивах Асмаев. Новости. Праздник труда для некоторых жителей Шелковского района стал поводом встречи с руководителем одноименного ведомства. Мохаммад Эми Ахмадов встретился с жителями муниципалитета. Вопросы были разные. Некоторые удалось решить на месте. Подробности у Элины Халидовой. Поделиться своими проблемами в реабилитационный центр приехали представители социально незащищенных слоев – инвалиды, сироты, малоимущие и пожилые. Вопросы о льготах и субсидиях для инвалидов звучал на встрече особенно часто. Больше всего интересовали выплаты на улучшение жилищных условий. Министр отметил, что в очереди стоят более 11 тысяч человек, а квоту на год выделяют только на 250. И поэтому от людей требуется терпение. أخشابيج والجرجر بيج ووتسوج بص مت الجالب شازيش يدوح صل أخشما يشيل كيخ مصدوح حاجي مستجن دوح حاجي ما دايتي حدا أخش شيرش شوتي حد ينداش يحول أسبوع يعلو أنا باش كيخ كيش تملوت يش سعزكون يقبلق وما ده سيتخذ ده سعي ويبلت حشدان شدان وش تأخوش ما يتصيرونه. Впрочем, сами сертификаты на улучшение жилищных условий на встрече тоже вручили. Алексей Тарасов лишился ног в 1994 году в результате аварии. Документы на получение помощи поданы давно. На недавней встрече с министром супруга инвалида попросила ускорить процесс. Спасибо. Вот ваш сертификат. В ближайшее время на ваш расчетный счет деньги поступят. Выполнили мы свои обещания. Спасибо вам большое. Еще одной обладательницей сертификата стала Эльмира Термалиева. Заветный документ на материальную помощь вручил министр труда. Кроме того, Мохаммад Ахмадов отметил, что началась и реализация программы по оказанию помощи в ремонте жилья родственникам погибших правоохранителей. По итогам встречи одна из обратившихся женщин была трудоустроена. С пустыми руками в этот день никто не ушел. Присутствующим были вручены пакеты продовольственной помощи. Элина Халидова, Ваха Кантаев. Новости. О том, как отмечали праздник весны и труда сегодня в других районах республики в нашей постоянной рубрике «Экспресс-новости». На торжества в честь праздника весны и труда в Урус-Мартане собрались сотни жителей города и других сел района. В мероприятии приняли участие представители мэрии, руководители организаций и предприятий. Сотрудник местной администрации Шаид Исраилов поздравил собравшихся с 1 маем и пожелал мира и процветания. По окончании официальной части состоялся концерт и лоузер.
В соседнем Ачхой-Мартановском районе также состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню весны и труда. На площади имени Ахмата Хаджи Кадырова собрались несколько тысяч жителей. Глава администрации района Беслан Хаджаев поздравил всех гостей торжества. В честь праздника в небо выпустили голубей и разноцветные шары. Закончилось все праздничным концертом и традиционной лезгинкой. В Горном Шатое прошла праздничная демонстрация, в которой приняли участие около 1000 человек. Люди самых разных профессий оказались сегодня в одной колонне. Участников праздника поздравил глава администрации района Шадид Шабагаев. А после выступлений начались народные гуляния. Настроение собравшимся поднимали артисты местного дома культуры. Весенний праздник отметили сегодня и в Нажаюртовском районе. В райцентре собрались представители местных властей, сотрудники предприятий и учреждений. В рамках празднования состоялась концертная программа и спортивные состязания. А в Аргуне к празднику весны и труда приурочили открытый турнир по боксу. На ринге встретились как новички, так и чемпионы и призеры прошедшего чемпионата Северокавказского федерального округа. Юные боксеры показали хороший уровень мастерства. Победителей наградили медалями и дипломами. Состязания были организованы республиканским спортивным клубом «Рамзан». А в Казахстане сегодня праздновали День единства народа. Праздничное мероприятие 1 мая проходит в каждом городе страны. Среди представителей различных национальностей, представлявших свою культуру, и наши земляки – Чечено-Ингушское этнокультурное объединение в войнах. Из Караганды наш специальный корреспондент Руслан Идрисов. День единства народа празднуют сегодня в Казахстане. Мы находимся на параде в Караганде. Здесь представители различных этносов представляют традиции, культуру, обычаи и национальную кухню. Культуру чеченцев и ингушей на празднике представляют активисты этнокультурного объединения в войнах Карагандинской области. Деятельность, работа, которую проводит Чечено-Ингушское этнокультурное объединение в войнах Карагандинской области, направлена на развитие, возрождение обычаев, традиций языка чеченского и ингушского народа. Глава Карагандинской области Боржан Абдишев по традиции дегустирует национальные блюда. На главной сцене Караганды знаменитости казахстанской эстрады, а также этнокультурные объединения. Среди них танцевальный ансамбль «В войнах». Отмечу, на прошлой неделе солисты ансамбля выступали перед президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на фестивале дружбы в Астане. Для нас было важно выступить перед президентом Республики Казахстан, показать свою культуру чечено-ингушского народа. И в дальнейшем мы надеемся выступить у себя на родине, в городе Грозном. Сегодня на главной площади не только молодежь, но и совет старейшин этнокультурного объединения в войнах. Сегодня в Казахстане проживают представители более 100 этносов. По инициативе главы государства 18 лет назад была создана Ассамблея народа Казахстана. Сегодня есть все условия для того, чтобы сохранить свой язык, культуру, обычаи и традиции. Напомню, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев награжден высшей наградой Чеченской Республики орденом имени Ахмата Хаджи Кадырова. Руслан Идрисов, Атлан Ильясов, Рустам Бараев, 5 канал, специально для ГТРК Грозный, Казахстан. В далеком Казахстане началась трудовая деятельность Тамары Адуевой, герой труда, обладательница многочисленных наград и передовой работник госхоза. 50 лет своей жизни отдала земледелию, занимаясь выращиванием свеклы. В гостях у героя труда побывала Лариса Салтукиева. 65 год, 31 декабря, герой присвоитель. Звезду Героя социалистического труда Тамара Муслиева показывает с гордостью. В этой награде словно воплощена вся ее жизнь, полная тягот и лишений. Заниматься растениеводством она начала еще в детстве. В годы депортации, чтобы как-то помочь родителям прокормить семью, Тамара работала на свекольных полях. И это словно определило ее дальнейшую судьбу. Более 50 лет она проработала в совхозе Джалка Шалинского района. Будучи молодой девушкой, возглавила бригаду из 200 человек, которая под ее руководством начала занимать лидирующие места по плану работы. Не было удобрений, не было тракторов пахать. Приходилось и вручную, как не было культиватора, приходилось 3-4 прополки делать.
Тамаре было 27, когда она получила звезду Героя соцтруда. Все это в далеком прошлом, но наша героиня помнит годы трудовой славы, да и бывшие коллеги тоже ее не забывают. Аюб Хаджимурадов более 30 лет проработал трактористом. Бывшие товарищи частенько встречаются, вспоминая былые годы и сетуя. Жаль, мол, здоровье не то. Мы бы показали молодым, как надо работать. Совхоз «Жалко», где трудилась Тамара Муслиева, существует и сейчас. Правда, масштабы уже не те. Земель возделывается меньше, да и коллектив совсем небольшой. Тамару здесь помнят. Это была настоящая героиня, говорят бывшие коллеги. Муслиева Тамара, трактор, полеводский бригадир, сахар, суклашлила, дик беллоер, дик на остер, интьёхка, чуайс на твои, бахба, байта, беллоер. Трудовую деятельность Тамара оставила 10 лет назад. Пока здоровье позволяло, упорно работала. Но и сейчас женщина не сдается, старается как можно больше двигаться. Многолетняя привычка трудиться не дает покоя. Лариса Салтукиева, Ильяс Якубов, Ибрагим Налаев. Новости. К празднику весны и труда успели. Сегодня столичный мэр проверил, насколько качественно отреставрированы подземные и наземные переходы, площадь перед железнодорожным вокзалом и дорога. Именно такие поручения отдавал Ислам Кадыров в прошлом месяце. Об итогах инспекции Магомед Изидов. Разрисованные стены, обвалившаяся штукатурка, сломанные лампочки. Еще месяц назад такую картину можно было наблюдать в подземных переходах под площадью Минутка. Мэр Грозного дал поручение исправить все до 1 мая. Сегодня Ислам Кадыров в сопровождении префекта Октябрьского района выехал, чтобы проверить переходы. Все изменилось. Чистые коридоры, а самое главное – видеонаблюдение. Путь для вандалов наконец-то закрыт. Следом градоначальник посещает наземный переход по проспекту Кадырова. Раньше сюда невозможно было зайти. Рядом школа и остановка. Постоянно приходилось перебегать шестиполосную трассу. Теперь стены украшает надежная керамическая плитка, а внутренняя отделка в основном из железа. Также установлено круглосуточное видеонаблюдение. А это уже 30-й участок, через который проходит один из маршрутов общественного транспорта. Здесь недавно уложили асфальт, так что поездки пассажиров маршрутных такси станут намного комфортнее. Колдобины и огромные ямы вместе с пылью теперь в прошлом. Прилегающая к железнодорожному вокзалу территория тоже претерпела изменения. Кстати, в скором времени, возможно, здесь будет одностороннее движение, чтобы водители могли проехать, не мешая друг другу и не создавая пробки. С наступлением праздника весны и труда на территории города заработали многочисленные фонтаны. Таким образом, весна окончательно вступила в свои права. Магомед Изидов, Ислам Магомадов, Дауд Куруев. Новости. К другим событиям. Глава Чечни выразил соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в Махачкале. Рамзан Кадыров заявил, что чеченский народ вместе с Дагестаном переживает эту трагедию. Напомню, сегодня в Махачкале, неподалеку от центрального рынка, прогремел взрыв. Жертвами стали двое подростков 15 и 16 лет. Двое их ровесников были доставлены в больницу с ранениями. Впоследствии один из госпитализированных скончался. Таким образом, число жертв теракта достигло 3 человек. Мощность взрывного устройства составила около 2 килограмм тротила.
Сделать автокредитование доступным для всех. Сбербанк России совместно с чеченскими и ставропольскими автодилерами организовали в Грозном специальную акцию. Оформить в кредит или приобрести машину можно было на центральной площади столицы. Свыше 50 автомобилей, выставленных на площадке у мэрии столицы в Грозном, можно оформить кредит за 10 минут. Лада Приора, Калина, Гранта, последние марки компаний Ford, Mazda, Шкода, Сузуки, Ягуар, Range Rover. Сбербанк таким образом ведет активное и наглядное стимулирование потенциальных заемщиков Чеченской Республики. Кроме того, через автоярмарку банк показывает зарубежным автокомпаниям путь для скорого открытия в регионе фирменных автосалонов. То есть, если этот путь открыт Сбербанком, и автосалоны, компания почувствует себя тут спокойно, что ничего нету, и у нас можно будет вполне кредитоваться. Именно направление автокредитования дополнительно доказывает, что в республике есть очень глубокий потенциал и есть развитие, которое дополнительно даст возможность для жителей республики приобрести автомобиль за счет средств Сбербанка. В любую машину можно сесть и провести тест-драйв на специальном передвижном стенде Сбербанка. Менеджеры объясняют потенциальным заемщикам преимущество автокредита по сравнению, например, с потребительским. В частности, не нужен поручитель, так как машина остается в залоге у банка до полного погашения кредита. Для жителя Грозного Аслана Аддаева, работника инкассации, это возможность обладания новым автомобилем, сделав только первоначальный взнос 20% от стоимости машины. Условия вроде бы не такие тяжкие, со средней заработной платы подходить условия еще хуже. Автоярмарка организована при активной поддержке руководства республики. В разных регионах страны, по статистике, почти половина машин на улицах приобретены их владельцами в кредит. Чеченская Республика сейчас начинает наверстывать эти упущенные возможности. Любая машина российского и зарубежного производства становится доступнее для среднего работника. Я надеюсь, что вот такие мероприятия, заинтересованность, самое главное, банковского сектора в предоставлении таких услуг на рынке Чеченской Республики, они позволят широкому кругу заинтересованных лиц иметь доступ к самым современным автомобилям современного автопрома. Подобные акции Сбербанк и автодилеры планируют проводить систематически. Главная цель – донести до сознания жителей региона удобства и преимущества получения автокредита. Адлан Дудаев, Муслим Типаев, Ваха Кантаев. Новости. В Химойской школе 1 в 1, только в немного уменьшенных размерах, воссоздали прототип жилища чеченских горцев. Помимо макета сакли, небольшой музей богат и другими предметами старины, увидеть которые удалось Амине Исраиловой. Уменьшенный прототип жилища наших предков 18-19 веков. Несмотря на микроразмеры, создатели точь-в-точь повторяют интерьер чеченской сакли прошлых столетий. Овчина в качестве дверей, совершенный терморегулятор. В жару не давала жителям перегреться, а в холод сохраняла тепло в помещении. Комната обставлена мебелью, обеденный стол со стульями, деревянная лежанка и печь. Вместо окон вот маленькая дырка была вот здесь. По тем временам это жилая комната среднестатистической чеченской семьи. Особой роскошью не отличается. В быту использовалось только самое необходимое. В строительстве дома, как и в обустройстве, придерживались принципа минимум расходов, максимум пользы. Вода, чтобы не протекала крышу, все время вот так обрабатывали. После дождя. В музейном уголке школы искусств Химоя макет сакли – один из экспонатов, но не единственный. Здесь немало предметов старины. Их принесли местные жители. Крючок хла, конокос подвеска хла и делениш да ош шей хум уз шлахцар халх zaman чах дин терз дохар хараю хокон цешта kada айге хум ешхла бакична шейхин ашия айгшт ешхла шейд. В высокогорном Химое гости бывают редко. Селение небольшое, всего около 300 жителей. Несмотря на это, школа искусств охотно пополняет свой музейный уголок. Сохранить экспонаты старины для химоевцев – одна из важнейших задач, поскольку каждый предмет хранит историю целого народа. Амина Исраилова, Ильяс Якубов. Новости.
Свыше 150 лучших шахматистов и гроссмейстеров из разных регионов России и Украины собрались сегодня в Грозном. В спорткомплексе «Олимпийск» открылся гран-при этап Кубка России по быстрым шахматам «Мемориал Ахмата Кадырова». Первую партию сыграли министр спорта Саламбек Исмаилов и его первый заместитель Артем Селиванов. Свои силы пробуют как опытные спортсмены, так и молодые любители шахматных сражений. Имена лучших станут известны уже завтра. Турнир организован Министерством спорта Чечни совместно с Федерацией шахмат Северокавказского федерального округа. Как ни странно, у нас есть что-то общее с силовыми видами спорта. Это то, что это единоборство, шахмат. Это тоже единоборство, хотя интеллектуальное. Поэтому, ввиду того, что у нас в народе развит индивидуализм, как вы знаете, я думаю, этот вид спорта имеет хорошие у нас перспективы. У нас, кстати, под руководством главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова у нас работает Федерации шахмат СКФО, он президент этой федерации. Оказывается большая помощь федерации. Дети ездят у нас на соревнования. И в завершении выпуска последние новости о ходе конкурса «Россия-10». Среди объектов истории и культуры, представленных Северокавказским регионом, по-прежнему лидирует центральная мечеть Чечни, которая набрала более полумиллиона голосов. Тем не менее, исход конкурса будет зависеть от нас с вами. Так что не забывайте посещать сайты 10russia.ru и 10 Россия и поддерживать сердце Чечни. Полную картину дня в итоговом выпуске новостей представит моя коллега Лейла Катаева. Я прощаюсь с вами до субботы. Адекевич.